Алло. Я говорю, скотина дохнет, когда наконец воду привезут. Воду! Что вы сказали? А? Поезд вышел? Когда? Уже вышел. Одни обещания. Это мало, у нас несколько тысяч овец. А вы нам шлете всего 2 цистерны. Так мы погубим весь скот. Товарищ, не ходите к колодцу, там давно воды нет. А что, здесь совсем воды нет? Должны привезти. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, отойдите от машины. Пока привезут Слышите? воду, отдохните у меня. Спасибо, не беспокойтесь. Какое беспокойство. Идем. Идем. Арас, иди сюда. Помоги нашим гостям умыться с дороги. Держи, доченька. У нас на одном месте руки не моют, надо землю поливать. Ах, вот оно что. Назар. Чал из верблюжьего молока утоляет жажду. И многие болезни лечит. Спасибо. Вы нас принимаете как родных. Таков обычай. Говорят, твоя еда станет горька, если не накормишь прохожего. Замечательный обычай. А вы даже нас не спросили, кто мы и откуда. В старину у гостя полагалось 3 дня ни о чем не расспрашивать. Принимали как могли. Гость первый человек. А уж потом узнавали, кто и откуда путь держит. Теперь, правда, люди торопятся все узнать поскорей. Я Чебан в здешнем колхозе. Понятно. Ну, а мы топографы. Топографы? Да. Вот составим карту здешних мест, потом будем строить канал от Аму-Дарьи до самого Каспия. Так что будет у вас своя река. Хорошо. Ого, воду привезли. Я пойду позабочусь об овцах, а вы отдыхайте тут. Да нам тоже надо набрать воды и на Такыр. На Такыр? Там ведь сейчас жарко. Что делать? А вы можете отдохнуть у нашего дерева. Какого дерева? У нас на Такыре есть дерево. На Такыре? Да. Давно это было. Как-то после большого селя Джамал нашла крохотное деревце. Мы его посадили. И представьте, оно выросло. Это удивительно. А как к нему проехать? Не знаю, как вам объяснить. Можно я покажу? Овец на кого оставишь? Я сразу вернусь. А что, Назар? Пусть мальчонка поедет с нами. А денька через 2 мы его привезем. Джамал, ты что скажешь? Ну ладно. Заодно и дерево польет. Пусть едет. Ура! Идем, Газ. Назад! Назад! Держите, не пускайте их! Остановите овец! Попадут под поезд! Гоните их назад! Гоните! Назад! Гоните их назад! Назад гоните! Дедушка, воду привезли! Да. Цистерны уже пустые. Вода кончилась.
А жара, видите, какая? Солнце не шутит. А колодец копать не пробовали? А, 1000 раз пробовали, тут воды нет. А в горах есть колодцы, но в такую жару туда скот не загонишь. А что привозят, овцам хватает. Вот мой главный враг. 10 ведер выпивает сразу. На 500 баранов хватило бы. Вот ненасытный горбун. Из-за него и ему подобных я целые дни должен звонить по телефону. Город доставьте воду, город доставьте воду. Пей, пей, дорогой. Эй ты, совести у тебя нет. Утром пей, вечером пей. А ты наляй ему в глотку, да пусть лопнет. Джамал! Джамал! И так воды не хватает, а ты чужих верблюдов поешь. Джамал! Джамал! Ей что не говори, пользы не будет. Вот пока всех не напоит, домой не пойдет. О! Сколько земли пропадает зря, а? Напоить бы ее водой, и превратилась бы она из песчаной пустыни в цветущий сад. Арас! Арас! Что это такое? Все едем, едем, а до вашего дерева никак не доедем. Вот оно, наше дерево! Так вот оно какое. Дерево Джамал. Чудо в пустыне. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Надо же. Кахи, налаживай рацию, а мы к обеду вернемся. Поехали. Danama, 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 vidi mindori danama, vincenze sudi ramestho, guliga upos dana. Василий Кузьмич! Василий Кузьмич! Василий Кузьмич! Василий Кузьмич, он вас зовет.
Чего он там танцует? Василий Кузьмич! Василий Кузьмич! Война! Война началась! Война! Будь проклята эта война. Ты смотри, пиши нам с дедом почаще. Мы будем Товарищи, ждать тебя. осторожно, поезд подходит. Я вам с фронта напишу письмо, а вы мне все ответите. Хорошо, дети? Только пишите чисто. И постарайтесь без ошибок. Ну, до свидания. До свидания, ребята. Сынок, опа! Пора уже, морал. Ну что ж, дети, идите. Идите к поезду, он сейчас прибудет. Еще надо попрощаться со стариками. Назар. Теперь воды не дождешься. Придется отары отправлять в горы. Но старый колодец совсем зарос. Попробуем его оживить. Другого выхода нет. Сбегай за хлебом, доченька. Вот видишь, Назар, как все обернулось. До свидания, Джамал. Живы будем, вернемся. До свидания. Может, на фронте встретимся. Эй, Кахи, ты что лежишь? Заболел? Да ничего. На каракумской сковороде ноги слегка поджарил. Если б не ваше дерево, я бы совсем сгорел. У нас бегать босиком очень опасно. Тут не грузинский песочек. Спасибо, маленькая. И тебе спасибо, Джамал. За все. До свидания. Верблюжонок ты мой, любимый, золотой. Назар, смотри, как наш сынок вырос. Да, Ураз. Сейчас и верблюжонок золотой и любимый. А придет ночь, она уйдет к этому большому верблюду. Что за шутки, Клыч? Сегодня, пожалуй, хватит. Конечно. На завтра воды должно прибавиться. Что ж, я пойду. Подожди, пойдем чаю попьем. Нет, не могу. У меня овцы весь присмотр. Мне надо пойти поглядеть. Ну как колодец? Ой, ой, что это? Вот к чему привела глупая шутка Клыча. Посмотри. Твой подарок.
Где он был? В колодце. В колодце? А мы искали его около нашего дерева. Дорогое сердце не пропадает. Слышишь? Куропатки. Ой, как ты весь выпачкался. Идем. Эй! Гляди, гляди. Улетела. Ты держи собаку, Назар! Кажется, председатель. Голос его как будто... Полен, на место! Дурдага. Здравствуйте. Здравствуй, Назар. Прошу вас в дом. Чайку попейте. Спасибо. Я спешу, Джемал. Назар, этот конь для тебя. Завтра утром приедешь в правление. А потом куда? А потом на фронт. Вашу отару передали старику Ата. Чебан он опытный, только здоровье уже не то. Я надеюсь на тебя, Джемал. Что поделаешь, война. От нее никуда не денешься. До свидания. Маленькая моя, цветочек мой. Слушайся маму, доченька. Все будет хорошо. Ты мужчина. И я надеюсь на тебя, сынок. Следи за своей сестренкой, не обижай ее. Маме помогай. Обещаешь? Успокойся, Джамал. Успокойся. Неудобно при детях. Успокойся. Отец! Что ты, сынок? Ты взрослый. Оставляю тебя за хозяина в доме. Присматривай за нашим деревом. Не забывай поливать его. До свидания. Петя, куда вы все разбежались? Дедушка, этого козленочка вы мне привезли? Только он ножку поранил, ходить не может. Ага, что вы так рано сегодня? Что-то мне нехорошо, доченька. Заболели? Со вчерашнего дня со сна не слезал. Боялся не взобраться мне на него снова. Распустили для Атага. Не чабан я больше. Придется тебе пойти с отарой. Ты гони ее прямо через перевал. Там встретишь Чебанов, Клыча и Сапара. Они тебе помогут. Я вас таким отваром напою, сразу на ноги встанете.
это ты, Джемал? Как поживаешь? Подойди сюда. Садись. Чай выпей. Спасибо, Клыч. Все в порядке. Где Атага? Он совсем разболелся. Я его оставила с детьми. Ай-яй-яй. Да все беспокоюсь, уж очень плохо, старик. А ты возвращайся домой. Я присмотрю за Атагой. Я быстро вернусь. Подожди. Где твоя Атага? Там, во враге. Пристали две чужие овцы. Не твои ли? Нет, мои все на месте. Чьи же они? А ты не волнуйся, Джемал. Были бы овцы, а чабан найдется. Атага, поклон. Атага, поешьте горячего супа. Я вам помогу подняться. Спасибо, доченька. Ты тут не задерживайся. Атару бросать нельзя. Там во враге волки. А вы сами покушаете? Да, доченька. Тогда я пойду. Иди, милая, иди. Газель, когда раз придет из школы, пусть наберет воды из колодца. Хорошо. Ты куда торопишься? За тобой никто не гонится. Посиди со мной. Ну, если тебе так некогда, то иди. Я провожу. Спасибо. Джамал, давно тебя не видел. Джамал, садись, выпей чаю. Я уже заварил. Я только гости провожу. Женское это дело пасти овец. А у меня беда. Я вчера 2 овец потерял. Езжай, раз ты тишишь. Если вдруг увидишь их, дай знать. Хватит болтать. Итак, он все мне ясно. скажет. Езжай. Овцы? Они же в моем стаде. Клыч знает. Они у тебя. Были бы твои, я бы тебе сказал. Езжай, наконец. Подожди. Я должен узнать. Пошел. Слушай, Клыч, Джамал нашла 2 овец. Может, моих? Они не твои, сколько раз тебе говорить. Не твои. Можешь это понять? Зря время теряешь. Откуда ты знаешь? Ешули, узнаешь своих овец? Конечно, узнаю. Пойдем. Атара, вот. Поищи. Ты почему разрешаешь мутить твое стадо? Если бы тут были его овцы, он бы их давно нашел. Вот мои овцы. Постой, не смей их уводить. А ну-ка скажи, какие клеймы на них? Буквы «С». Посмотрим. Разве это «С»? Ты раскрой свои глаза пошире. Это 5. Отпусти овечку. «С» — это колхоз имени Сталина. Что с тобой, Клыч? Ты же видишь, что это С? Ну и обманщик же ты, старик. Хочешь всех перехитрить? Почему сразу не сказал про клеймо? А ты раньше не спрашивал. Овцы ваши, Ешули. Забирайте их. Я дружил с твоим отцом. Хороший человек был. Не то, что ты, Клыч. Спасибо, Джамал. Это колхозная собственность. И никто тебе не позволит ее разбазаривать. Клыч, Я всю жизнь клыч. ты почему не на фронте? У меня своя задача. Колхозных овец сберечь для фронта. Идет председатель.
Он-то уж разберется, кто прав, а кто виноват. Ай! Ай! Куда черт вас носит? Ай! Не хватает 2. Выходит так. Ясно. Ты бы отдала 5, так и 5 не хватило бы. Ах, Джамал. Придется тебе исправить ошибку. Иди к Дешули за овцами. А ты, Плыч, присмотри за ее отарой. Хорошо, председатель. Но это же не мои овцы. А ты отойди от моей отары! Я вижу, ей все позволено. Ураз, газель! Посмотрите, все покрыло снегом. Придется дать овцам бурьян, приготовленный на растопку. Мама! Можно попробовать ягоды? Они такие красивые. Нельзя, газель! Они холодные, простудишься. Бурьян кончается, а Мерген сена не везет. Подождем еще. Может, приведет завтра. Джамал. Заходи. Прошу. Садись. Садись, гостем будешь. Мерген? Ты почему не привез нам сено? Там сено полная машина. Это Мерген тебе вез. Но зашел ко мне закусить. Пора ехать.
Овцы голодные. Ты что? Моим бараном угощаешь? Ты сошла с ума. Думаешь, нет похожих баранов? Или просто хочешь опозорить меня перед гостем? Что смотришь? Что смотришь? Что она сказала? А? Мало ли, что баба наболтает. Как это все получилось? Пойду в машину. Джамал. Джамал, послушай меня. Я знаю, ты подумала, что я умышленно увел овец. Уверяю тебя, это вышло случайно, сам не знаю как. Не говори никому. И Мергена, уверь, что ты ошиблась. А овец я тебе хоть 10 приведу, только прости меня. Не позорь меня перед людьми. Джамал, я встану перед тобой на колени, прости меня, я всю жизнь буду твоим рабом. Только не говори никому. Пожалей, даю честное слово. Нет у тебя честного слова. Слушай, Джамал, Джамал, обещаю тебе всю жизнь не носить шапки, только прости меня. Стой! Так не пройдет. А мне, если хочешь знать, плевать на тебя. Топтать мою честь в грязь из-за чего? Из-за барана. Удар в живот шакалом на пропитание, чтобы не порочило мое имя. Это я тебя порочу на весь свет. Сейчас я тебе клеймо поставлю. А теперь беги. Беги куда хочешь. Беги, доказывай. Я про тебя такой слух пущу. Мергену и всему свету скажу, что ты ко мне лезла. Они сами все увидят. Мама, а раз пошел собирать бурьян. Мама, что у тебя на шее?
машина идет. Мама! Дядя Мерген нам сирену привез! Иди сюда! Отстань! Ты же мне косу оторвешь! Ну мне же больно! Ну слышишь, отпусти! Сыночек мой, иди встречай председателя. Здравствуйте, Дурдега! Ураз! Здравствуй. Посадите меня наконец. Можно, иди сюда. О, молодец. Вот. Держи уздечку. Гадей! Я наконец! Здравствуй, Джамал. Здравствуйте. Как поживаешь? Спасибо. Все хорошо? Хорошо. Газель, Жан! Тут пачки чая и полкило сахара. Ваш паёк. Спасибо, Дурдега. А вот вам приятное известие. Письмо от Назара. А ну-ка, прочти. Узнаем, как там наш Назар воюет. Я его потом прочитаю. Потом? О краже клыща ты тоже собиралась сказать потом? Почему скрыла, что он украл твоих овец? Хорошо, что об этом рассказал шофер Мерген. А то было бы тебе взыскание. А за клычом много грехов открылось. И ему не избежать заслуженного наказания. Райком решил по 100 овец от каждой отары фронту. В пятницу приведешь своих на станцию. Газельчан, ты почему козленка сахаром кормишь? Она с ним все пополам делит. Говорят, наш учитель Имин с фронта вернулся. А что, он был ранен? Да, с такой жестокой войны, доченька, никто не возвращается невредимым. Имин лишился одной руки. Ну, мне пора ехать. Ураз, подгони лошадь. Здравствуй, Джава. Как живешь? Неплохо, спасибо. Мерет, Аман, что вы там стоите? Пойдемте. Дурдега, тут рядом дом Имина. Я пойду поздравлю его жену. Иди, дочка, иди. Ну, спасибо. Поезд подходит. Помогите грузить овец. Газель, ты тут поиграй со своим козликом, а я сейчас вернусь. Иди, иди. Мальчики, хватит вам! Овец с Сапаром дерутся! Пожалуйста, перестаньте! Смотрите! Ой, Арас! Бей его! Перестань! Учитель идет! Учитель идет! Арас! Сапар! Как вам не стыдно? За что ты его бьешь? Отвечай, когда я спрашиваю. То, что он врет. А что он сказал? А что мать Араза нехорошая женщина? Разве это неправда? Все так говорят. А ты не слушай глупые разговоры. Идите, помогите погрузить овец.
Гоните! Гоните их сюда! Ничего у них не получается. Не идут? Марал, можно я возьму этот кусок сахара для нашего козленка? Даже не знаю. Тахирджан болен. Я берегла для него. Это только для приманки, я его верну. Ну тогда возьми. Ты только помани его, а съесть не давай. Хорошо, мама. Иди сюда скорее. Ну, иди, маленький. Ну, иди ко мне, скорее, скорее. Не бойся, ну. Иди скорее. Вот так. Вот молодец. Опа. Ты молодец, девочка. А как тебя зовут? Газель. Подайте следующий вагон. Гоните, гоните овец сюда. И давайте им разбегаться. Подавай, подавай, долго вас ждать? Идем скорее. Вот молодец. Слезай, доченька. Осторожно. Мама, вот так. Слушай, брат, наш козлик остался в вагоне. Отдай его мне. Наш козлик остался. Ну, давай. Сейчас. Давай его сюда. Поезд идет слишком быстро. Давай мне на руки. Да нельзя, он разобьется на. На вот сахар. Отойди. Отойди, сестра. Мой козлик уехал. Не надо плакать. Мой козлик уехал. Учись ведет. Быстрее. Быстрее. Да, заходи. Шаги. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Вы хорошо знаете, что наши доблестные войска поклялись умереть, но не отдать врагу Сталинград. Смерть или победа. И свой священный долг они исполнили. Героическая битва за Сталинград закончилась вчера полным разгромом фашистских войск. Ребята, сегодняшний день запомнится всем людям навсегда. Идите домой. Сегодня занятий не будет. Что ты написала отсюда? Папочка, в день рождения Араза мы ходили к маминому дереву.
Тарас уже совсем большой, а вчера упал с лошади. Что? Вовсе я не упал, это лошадь споткнулась. Дай сюда письмо. Тарас, принеси немного воды. Мама приготовила нам твое любимое пишне. А тебе связала теплые носки и варежки. Скоро пришлем. Мама сдала в фондобороны все свои украшения, кроме твоего подарка. За хорошую работу ее наградили орденом. Папа, разбей фашистов и скорее возвращайся. Мы очень по тебе соскучились. Дети! Дети, папа приехал! Папа! 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 Почему мы стоим тут? Газель, раз, идемте. Это тебе, доченька. Ой, посмотри, мама, какой платок мне папа привез. Очень красивый. А это тебе, сынок. Спасибо, папа. Еще небольшой подарок. Папа, это маме? Пойдем, сынок, взглянем на отару. Папа, а на войне страшно? Ну, как тебе сказать, сынок? Сначала каждой пуле кланялся, а потом привык. Пап, а как с ногой получилось? Мы шли в атаку, вдруг рядом что-то грохнуло. Меня отбросило в сторону. Пришел в себя. Доктор носил.
нога страшно болит, а ее нет. Папа, мама испекла пешме и зовет вас обедать. Иди домой, доченька, а мы потом придем. Ой, лучше пойдем сейчас, а? Мама ждет. Ну идем, пап. Нет, ну мы потом придем. Иди, косарь. Отец! Что, сынок? Как хорошо, что ты приехал. Ну не плачь, сынок. Не надо. Не плачь, слышишь? Война кончилась! Война кончилась! Ура! Война кончилась! Бои моего лучшего друга пусть пьет, сколько влезет! Пусть пьет негодяй воды! Пусть пьет! Люди! Война кончилась! Ура! Война кончилась! Война кончилась! Езжай, сынок, передай отцу радостную весть. Люди! Война кончилась! Жгите костры! Готовьте кишмя, угощайте друзей! Иминджан, поздравляю тебя! Война кончилась! Друзья, поздравляю! Поздравляю вас! Война кончилась! Война кончилась! Победа! Победа, друзья! Вы слышите меня? Победа! Война кончилась! Кончилась война!
Здравствуй, Джамал. Здравствуйте. Ну как закончил учебу? Двоек много? Ни одной. Молодец. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Арат, поедешь со мной на лето канал строить? Если разрешит мама. А мы и маму возьмем с собой. Вместе с папой и Газель. Ну как? Я не шучу, Джамал. Нам нужна твоя помощь. Повариха Маша в положении. Обед готовить некому. Да еще малышка Леночка на ее попечении. Так что забирай детей и поехали. Ну, а как же дом, Назар? Ну что дом? Дом запрешь. А с Назаром я поговорю. Кстати, где он? Который раз приезжаю, а его все нет и нет. Ты меня извини, Джамал. Мне кажется, у вас что-то не так. Живете как-то. Может, что случилось? Мы... Не знаю, как вам сказать. Мам. Знаешь, где отец? Знаю. Поехали. Не уговаривай меня, Василий. Я не могу с собой ничего поделать. Давай договоримся так. Джамал с детьми я заберу сегодня. А позже ты переберешься. Найдем тебе работу по силам. Ты меня, Василий, не торопи. А детей можешь забрать. Пойдемте, девочки. Чал, конечно, очень вкусный напиток. Но доить верблюдицу я бы никогда не решилась. Привыкнешь. Верблюд — мирное животное. Спасибо. Дядя Витя приехал. А, Газель, здравствуй. Здрасте. Чалом угостишь? Угостю. Эй, куда ты? Стой, подожди!
Большое спасибо. Ой, сынок, я смотрю, ты уже сам водишь машину. А, из него получится отличный бульдозерист. Он работает, а я отдыхаю. Газель, принеси ковшик. Не надо, мы и так попьем. На. А что, матери у Леночки нет? Нет. Погибла. Когда отец Леночки вернулся с фронта, кроме нее он никого не нашел. Тяжело ему было. Стал он мужа уговаривать. Уедем, да уедем. А тут как раз про ваш канал в газетах прочитали. Вот мы все вместе решили поехать на эту стройку. Я обещала присматривать за Леночкой. Эй, Курбан, и нам немного оставь, а то ты все один съешь. Джамал, объясни, что это за блюдо? Борщ, не борщ, щи, не щи. Непонятно что, но очень вкусно. Ты меньше болтай, Коля, а то остынешь. Нет, правда, такого супа я и в городе не ел. Там много воды и мало мяса, а здесь много мяса и мало воды. А? Джамал, а как называется это блюдо? Чорба. Слыхали, даже в самом слове чорба гуще какая, а? Маша, ты мне каждый день теперь готовь чорбу, слышишь? И возьми у Джамала рецепт. Кроме рецепта нужно умение. У меня такой чорбы не получится. Получится, получится. Мы еще в гости к тебе придем. Ну ладно, ладно, в гости. Не пугайте Машу. А что на второе? Да. Ты пообедал, Мерген? Нет, Тогда быстрее обедай и сразу загорючим. никуда я не поеду. Что? В чем дело? Ухожу с работы. Вернусь в аул. Почему уходишь? Этого я вам сказать не могу. Подожди, Мерген! Ты же видишь, что на стройке позарез не хватает людей. А ты знаешь, как это на фронте называлось? Постой, Мерген! Мерген, вернись. Нет, нет, не могу. Джамал, я тебя искалечил всю жизнь, оклеветал. Как я буду смотреть людям в глаза? Я подлец, понимаешь?
Ты меня должна ненавидеть, а ты мне стираешь рубашки! Как я мог поверить этому негодяю? Нет мне прощения. Гони меня! Гони меня, Джамал! Гони! Мы вас ждем, Джамал. Тебя не узнать, Ленуся. Ты стала настоящей туркменочкой. Это Джамал шил мне это платье. Как здоровье, дочка? Спасибо. А я вот решил прийти посмотреть, как тут взрывать будут. Тетя Джамал, а Леночка сказала спасибо за платье? Вот смотрите, один взрыв и километр канала готов. Ракета! Ой, Маша, ты что это так рано? Душно очень. А ты что встала? По-моему, будет дождь. Пойду к дереву, расчищу канаву. Можно и я с тобой? Тебе будет тяжело. Что ты? Пойду прогуляюсь. Мне это полезно. Ой, тебе не трудно? Нет, ничего. А Василий Кузьмич уже рассказывал про ваше дерево. А я говорю, Василий Кузьмич, как может расти чинара в пустыне? Ой, капнула. Сколько я здесь, а дождя ни разу не было. У нас говорят, ладонь подставь под дождь, будет идти 50 дней, а лицо подставь 100 дней. Это будет уже потоп. Нам не угрожает потоп. Вот оно, наше дерево. Подожди, я сейчас.
Джамал! Что случилось, Машенька? Ой, Джамал, я умираю. Наверное, схватки. Назар! Сейчас. Потерпи немного. Я сейчас. Ой, мамочка. Назар, поезжай в поселок, найди Колю. Ой, Потерпи немного. Сын у Маши родился! Сын! Спасибо. А ну-ка, Газель, принеси соли. Что-то я плохо спал сегодня. Да? А я, наоборот, всегда хорошо сплю. Ребята, кто из вас Коля? Я что? Поздравляю. Интересно, с чем? Сын у тебя родился. У меня сын! Ребята, у меня сын родился, это правда! Иди к дереву. Ребята! Стой, куда ты? У Садись в меня машину. сын родился! Сергей, садись, Ребята! за руль, поехали! Скорее все в машину! Давай руку, залезай. Ай, что ваша сына родила! Полный вперед! Поехали! Сынок, родной. Назар, здравствуй. Здравствуй. Папа, у меня теперь сестричка, Леночка. О, смотрите, какой гость. Василий, салам алейкум. Здравствуй, это тебе. О, откуда это? Из водохранилища. Слушай. Жаль, что ты там не был. А я там был и все видел. Какая красота, как в сказке. Назар видел. Здравствуй. Здравствуй, Джамал. Приезжай, покупаешься, рыбу половишь. Приезжай. Какая рыба. Сугурага, Чудо. поезд на Ашхабад не опаздывает? Что, едешь в Ашхабад? Да не я. Вот они собираются. Хотим протез для меня заказать. Джамал говорит, хватит скакать на одной ноге. Это хорошо, очень хорошо. С Ашхабадом можно поговорить, Тугурага? Ну, конечно, можно. Позвоню, чтобы вас встретили. Пойдем. Я сейчас. Звони. Ой. Ой. Нам надо поговорить. Назар, выслушай меня. Осторожно, идет поезд!
Джамал! Джамал! Мамочка! Тетя Джама! Пусти!